Здравствуйте, эфир НТРК Ингушетия продолжают новости 24 и в начале коротко о главном. Перинатальный центр должен быть построен в срок. Юнусбек Евкуров проверил ход строительства медицинского объекта. Важные события для медицинского стоматологического сообщества. В Ингушетии прошел Всероссийский научно-практический конгресс по челюстно-лицевой хирургии и стоматологии. Единственный вид падения, после которого испытываешь только гордость. В Ингушетии проходят международные соревнования по парашютному спорту. На выездном совещании под руководством главы Ингушетии Юнусбека Евкурова обсуждался вопрос соблюдения сроков строительства перинатального центра в районе Абигу. Руководитель субъекта заслушал отчет о темпах возведения медицинского учреждения. Речь, в частности, шла об отставании от утвержденного графика строительства и о мерах, предпринимаемых для его сокращения. Юнусбек Евкуров выслушал предложения участников совещания, после чего подчеркнул, что сейчас все ответственные лица должны приложить максимум усилий для устранения данной проблемы. Отметим, что перинатальный центр рассчитан на 130 коек. Здание уже возведено. В настоящее время ведутся внутренние отделочные работы, устройство сети инженерно-технического обеспечения и благоустройство прилегающей территории. В Ингушетии прошел Всероссийский научно-практический конгресс по челюстно-лицевой хирургии и стоматологии. В работе форума приняли участие ведущие специалисты в области стоматологии, представители высших школ медицинского образования, в том числе Московского государственного медико-стоматологического университета имени Евдокимова, главврачи и руководители стоматологических государственных и частных медицинских организаций. Подробнее в следующем материале. В актовом зале Артисплазы собрались специалисты челюстно-лицевой хирургии и стоматологии со всех субъектов России. Цель конгресса – передать опыт проведения хирургических операций. Юнусбек Евкуров в своем выступлении выразил надежду, что работа форума будет полезной и познавательной. Глава отметил, что сфера здравоохранения в Ингушетии считается одной из приоритетных, и поэтому в регионе делается все возможное, чтобы каждый гражданин имел доступ к качественным медицинским услугам. А качество, считает он, напрямую зависит от квалификации врачей. В республике проводятся довольно серьезные мероприятия по наращиванию потенциала как объектов, так и потенциала и профессионального по линии здравоохранения. Мы и в прошлом, и позапрошлом году, и в этом году сдали ряд ключевых лечебных учреждений, которых никогда в республике не было. Мы в этом году сдаем перинатальный центр, сдаем детскую больницу, она первая детская больница вообще в республике, с учетом такой рождаемости и всего остального. Мы только в прошлом году сдали детскую поликлинику, которая тоже была в таком приспособленном помещении. Ряд направлений сельских амбулаторий, ну и другие. Но самое главное, что мы наращиваем потенциал вот таких узких направлений, как та тема, которую вы сегодня, вчера, сегодня и завтра будете обсуждать здесь. И мне приятно, что мы с каждым годом видим рост наших специалистов и видим отзывы населения. Несмотря на то, что многое сделано, вопрос оказания качественной медицинской помощи и создания условий для врачей все еще не решен. Глава отметил, что руководство республики и дальше будет наращивать усилия, направленные на сбережение здоровья населения. Многое сделано, но впереди еще масса новых дел. Мы у себя проводим с помощью ФСО, в том числе, социологические опросы ежеквартально и даем оценку ведомствам. Я вам скажу, что по линии Министерства здравоохранения с каждым опросом шкала недовольства становится все ниже и ниже. Мы после этих опросов делаем довольно серьезные разборы, в том числе опираясь на муниципальное образование и на порядок лучше, как вопрос по качеству обслуживания, лечения, так и по отношению докторов или персонала к пациентам. Это очень важно, и здесь мне хочется сказать в первую очередь нашим врачам и министру большое спасибо за то, что они все-таки эту работу хорошо проводят. Бесспорно, Алексей Юрьевич, вам огромное спасибо вашему коллективу, вашим коллегам. Мы не только здесь сегодня собрались здесь на конгрессе, вообще постоянно взаимодействуем.
После окончания работы Конгресса глава республики предложил всем гостям обязательно побывать в горной Ингушетии и увидеть своими глазами, что Жиравский район, по его мнению, самое красивое место на всем Кавказе. Муслим Ганиев, Ахмед Парчиев, Юсуп Ханиев. Новости 24. Новые бизнес-сотрудничества и неоценимый вклад в импортозамещение. В Назране продолжается экономический форум «Деловая Ингушетия-2016», приуроченный к предстоящему Дню Республики. Гостям представлена обширная экспозиция и деловая программа. Подробнее в следующем материале. Десятки ярмарочных палаток у Назранского дворца культуры – своего рода предвестник экономического форума. «Деловая Ингушетия-2016» традиционно начинается с выставки «Инг-Экспотур», которая оправдала звание многопрофильной. Мало где рядом с молочными продуктами и одеждой можно увидеть технические новинки и стройматериалы. Предприниматели республики привлекают гостей форума, демонстрируя свою продукцию во всей красе. Желающие могут и продегустировать. Людмила Индиева уже успела оценить продукцию недавно перезапущенного в Малгобеке молочного комбината «Молоко Ингушетии», который представил на суд дегустаторов 9 видов продукции. Очень вкусный сыр. Я очень рада, что у нас в Малгобекском районе открыли такой молочный продуктный мясной комплекс. Я за него очень горжусь, тем более я сама жительница города Малгобек, и из-за этого очень сильно горжусь. И в следующий раз в магазине не буду другую продукцию покупать, только нашу, малгобекскую. На ярмарке свою продукцию представили около 50 производителей со всей республики, но выигрывает по всем параметрам Малгобекский район, в павильонах которого представлено практически все изобилие ярмарочной продукции – одежда, стройматериалы, мед, напитки и многое другое. Не отстает и Назрановский район. Особо популярна у посетителей палатка, где представлены кровельные изделия фирмы Тхоу. Гордость производителей – система цельного водостока, заимствованная у американцев. Здесь у вас здание 30 метров, у вас будет цельный 30-метровый желоб, без единого стыка. И вода нигде не будет просачиваться. Сами производим, сами устанавливаем с гарантией. Это очень удобная вещь, я много слышал о ней. Приятная штука, удобная. И цвета любой комбинации, которую тебе надо. Преимущество на выставке отдано предметам искусства и народного промысла. Ковры ручной работы, кованые изделия, картины, предметы декора и прочее. А напротив местный гигант Очелуки, продукты пчеловодства и даже живые цветы. Не заинтересовать покупателей такое разнообразие точно не может. Как вы видите, вот наш мотоцикл, вот наш квадроцикл и вот наше все вот необходимое. Это то, что мы представляем. Наши горнолыжные все вот эти системы. Делаю ковры ручной работы, борсовые ковры ручной работы. В основном для молитвы предназначены. У нас в Малгобеке находится цех колбасный. Мы в цехе производим более 10 видов колбасной продукции. Помимо этого у нас есть еще копченые куры, мясо конины копченое, куриные крылышки. Свои экспозиции ингушским покупателям представили и гости из других регионов – Москвы, Ставрополя, Грозного, Ростова. Световое, строительное производство, тепловое оборудование, чего здесь только нет. Всего около 30 производителей, и надо отметить, что это в основном крупные российские компании из разных регионов страны. Представили свою продукцию здесь, в отдельном павильоне внутри здания ДК. К тому же некоторые из этих предприятий на рынке работают уже не один десяток лет и давно успели завоевать популярность среди своих покупателей качеством своей продукции. Немалое внимание посетителей привлек и аксайский кирпич, пользующийся популярностью покупателей у себя на родине уже на протяжении нескольких лет и начинающий завоевывать интерес ингушских. Кирпичик уже 12 лет на рынке, с вами уже начали работать, года 2 уже работаем. Вот. Представляем, вот сейчас приехали на выставку, представляем новую продукцию, новый рельеф, как у нас производится. Буквально кирпичику нашему месяцу. То есть можете посмотреть, обратить внимание, вот как-то так. На выставке ищем новых клиентов, партнеров, хотим сотрудничать. Сама выставка, она не столько ориентирована на покупателей, сколько на представителей бизнеса. То есть здесь в основном оборудование, тут можно заключать и соглашения, которые любой предприниматель, начинающий предприниматель, который уже действует, здесь найдет и необходимое оборудование. Выставку посетил и глава Ингушетии. Юнусбек Евкуров оценил производственный потенциал республики и рассмотрел предложения извне. Без интеграции нашего производства
без взаимодействия наших производителей региона Северного Кавказа, в том числе, конечно, не только Северного Кавказа, вообще и Юга России, и в целом страны, невозможно делать товары качественно, лучше. Почему? Потому что конкуренция, она должна быть, и здоровая конкуренция всегда позволяет на определенном этапе достичь лучших результатов. В рамках форума состоялось и пленарное заседание. Деловая Ингушетия собрала в одном зале руководителей различных министерств, ведомств и представителей различных коммерческих организаций и бизнес-сообществ. Последние, пожалуй, самые важные участники этого заседания. Все они занимаются производством и поставкой стройматериалов, техники, сельскохозяйственной продукции, продуктов питания и народного потребления, тем самым поднимая уровень малого и среднего бизнеса республики. Глава Ингушетии, обращаясь к предпринимателям, отметил, что создаваемую ими продукцию нужно реализовывать на территории региона по доступным и приемлемым ценам. Малый и средний бизнес, он в республике, к счастью, к нашему счастью, развивается очень хорошо. Мы это наблюдаем, видим, и я думаю, что мы можем сегодня же конкурировать в этом направлении с регионами Российской Федерации. Хотя, опять же, 4-5 лет назад вообще об этом не было и речи. Мы были вообще в задворках, далеко-далеко, и каждый выживал как мог. Поэтому здесь мое внимание к этому будет еще больше, более чем пристально. Вы знаете, что первые, наверное, одни из первых в стране мы ввели должность полномочий по правам предпринимателя именно только за то, чтобы защитить бизнес. И здесь прошу это учитывать и эту поддержку всегда чувствую. Ну а с вашей стороны я бы хотел, конечно, видеть дальше. Помимо прочего, глава отметил, предпринимательство в республике развивается успешно. Все это благодаря усилиям самих бизнесменов и программе развития малого и среднего бизнеса. В республике действует, успешно действует программа развития субъекта малого и среднего предпринимательства. Она в этом году завершает свою, вот эта программа, которую мы ввели с 2013 года. Я думаю, что где-то ближе к осени мы продлим эту программу до 2020 года, 17-20 год. Самых успешных и добросовестных предпринимателей Юнусбек Евкуров наградил почетными грамотами главы Ингушетии. За поддержку, оказываемую Торгово-промышленной палате, главу Ингушетию наградили почетным знаком Торгово-промышленной палаты России. Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Шапырин. Сегодня врученная главе республики награда является высшей наградой Российской торгово-промышленной палаты. Она вручается за особые заслуги в области поддержки предпринимательства и содействия развитию системы торгово-промышленной палаты в стране. В рамках третьего экономического форума «Деловая Ингушетия-2016» подписаны инвестиционные соглашения между муниципальными органами и инвесторами на сумму около 9 миллиардов рублей. А значит, регион ожидает новые бизнес-сотрудничества и помощь в импортозамещении. А сегодня у нас этой продукции завались. У нас сегодня растут свои арбузы, свои дыни, своя клубника, своя малина. У нас великолепные сады теперь по яблокам, что мы уже поставляем там уже яблоки в Москву, в другие регионы России. У нас буквально там на днях запустится проект там мясной хороший, там индюшатины в следующем году. То есть мы уже поставляем. Мы уже не ждем, пока нам приведут, а мы сами поставляем. Поэтому, конечно, все мы охватим, все нам нужно. Но в масштабах и республики, и поставки других регионов. Ну а работа форума продолжится и завтра. Второй день обещает быть не менее насыщенным, чем первый. Хадя Добриева, Ирина Цучуева, Магомед Дидиков, Рамзан Миржоев. Новости 24. Шагнули в небо. В Ингушетии проходят международные соревнования на точность приземления по парашютному спорту. В них принимают участие помимо российских парашютистов и зарубежные спортсмены из Хорватии, Боснии, Герцеговины и Черногории. Соревнования проходят в республике уже в 5-й раз. В числе постоянных зрителей, несомненно, присутствует Юнусбек Евкуров. Наш корреспондент расскажет обо всем подробнее. Уже с 8 часов утра парашютисты начинают собирать свои рюкзаки. Первым делом проверяют снаряжение. Спортсмены ждут, не дождутся своего прыжка. Сегодня им придется прыгать с высоты 1200 метров. Надвигающиеся тучи немного пугают парашютистов, но настоящие профессионалы своего дела могут даже предугадать погоду. Я думаю, вот эта погода здесь, рваная облачность, я думаю, она позволительна. Работать можно и с 800 метров, нам прыгать. Нижний край облачности, конечно, не очень радует, но
те, которые повыше облака, они дают нам возможность для прыжков. Помимо российских парашютистов в соревнованиях участвуют и зарубежные спортсмены из Хорватии, Боснии и Герцеговины и Черногории. Магнус Фолк, трехкратный чемпион Швеции по точности приземления. В Ингушетию парашютист приехал впервые. Я очень рад пребывать на благодатной земле Ингушетии. Тут необычайно красивая природа, и люди такие приветливые. В дальнейшем я планирую приехать сюда уже не в качестве спортсмена, а в роли туриста. Опасения спортсменов все же сбылись. Из-за непогоды начало соревнований немного оттянули, ведь скорость ветра на высоте не позволит парашютистам правильно лавировать в воздухе. Но здесь времени зря не теряют. Настроение гостям поднимают зажигательной лезгинкой. Ингушский национальный танец многие из них видят впервые. В соревнованиях принимают участие и представительницы слабого пола. Ксения Трофимова приезжает в Ингушетию уже второй год подряд. Местные пейзажи завораживают спортсменку как в первый раз. Очень нравится ваша культура, очень нравится лезгинка и танцы в целом. Между тем, тучи уже развеялись, пора начинать прыжки. По сложившейся традиции они показательные. Лучшие парашютисты демонстрируют зрителям силу своей техники. По задумке, спортсмены должны, прыгнув с 1,5-километровой высоты, приземлиться прямо в середину матраса. Такое под силу только настоящим профессионалам. Лучшей из лучших стала Елена Тушева, мастер спорта международного класса. Не совсем все пошло по плану, но мне все понравилось. Вид сверху у вас очень красивый. Парашютисты ингушской сборной прыгают в числе последних. За спиной у каждого из них по 400 прыжков. Таких результатов молодые спортсмены добились за очень короткий срок. Старший тренер сборной команды России по парашютному спорту Сергей Разамазов отметил, потенциал у ребят богатый, нужно только усердно тренироваться. Ребята очень молодые, ребята, которые... Основная задача этих молодых ребят не победа. Это их задача участие в этих соревнованиях, так как каждое соревнование приносит свой вклад, опыт. И возможно, что через несколько лет они будут способны соревноваться с такими великими спортсменами, чемпионами мира. Ну вот и настало время официально открыть международные соревнования по парашютному спорту. Трибуны забиты зрителями, а солнечная погода делает этот момент намного ярче. Поздравить спортсменов и понаблюдать за их прыжками приехал и глава республики, у которого за спиной тоже немало прыжков. Юнусбек Евкуров отметил, что развитие парашютного спорта в Ингушетии с каждым годом набирает обороты. Ежегодно проводим такие турниры. И с каждым годом наращивается количество, в том числе наших участников, в том числе государств. Сегодня можно назвать эти соревнования полномасштабными международными. Почему? Потому что здесь участвуют 5 представителей 5 государств. И я думаю, что здесь победит сильнейший. Нашим парашютистам, как и в прошлом году, сегодня установка долететь до земли. Я думаю, что они мужественно это выполнят. А кто-то еще на круг попадет, да? Молодцы. Вице-президент Международной федерации авиационных видов спорта Черногории Ешко Нейбаша выразил свое восхищение тем, что спорт в нашей республике развивается в разных направлениях. Гость вручил Юнусбеку Евкурову памятные подарки. Ну а после торжественной части подвели итоги соревнований. Сегодня по дисциплине точности приземления вышел вперед мастер спорта международного класса Андрей Савин. Теперь главное для парашютиста – держать планку. Некоторые нюансы. Первый раз прыгаем на этой площадке, на стадион. Здесь свои сложности, поэтому всегда ждешь каких-то неожиданностей от погоды. Первый этап международных соревнований по парашютному спорту прошел удачно. Непогода этому не помешала. Второй день состязаний станет финальным. Передай Миржоева, Салим Хамхоев, Адам Далаков. Новости 24. Основные торжества 4 июня в День Республики развернутся на площади Алании и в башне Согласия. На площади перед администрацией главы Ингушетии под открытым небом пройдет шахматный турнир, в котором смогут принять участие все желающие. Там же профессиональные музыканты республики исполнят для гостей праздника старинные ингушские народные мелодии. На площади Алания в этот день пройдет праздничный концерт с участием звезд эстрады СКФО. Происходящее на сцене и вокруг нее будет проецироваться на большой светодиодный экран, а наш канал обеспечит прямую трансляцию концерта. Здесь же, на площади Алания, разместится мастерская, в которой известные художники покажут зрителям республики мастер-классы. Рядом развернется ярмарка народных промыслов, украсит праздник яркое выступление канатоходца-виртуоза.
Состоится трюковое шоу. В это же время в башне Согласия на первых этажах будет работать дизайнерская выставка ингушского национального костюма. Один из ключевых моментов праздничных мероприятий ко Дню Республики – торжественная церемония поднятия государственного флага Ингушетии над башней Согласия. А ярким завершением торжеств станет праздничный салют. Начнутся народные гуляния в столице в 17:00. У меня на этом все. Увидимся в 16:00.